Живу в Атырауской области, точнее в Республике Казахстан с 2000-х годов. Как приехал сюда, занимаюсь хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Начинал с грузчика, можно так сказать. Если перечислить все профессии, которые я попробовал в пекарне, то грузчик, тестомесщик, печник, уборщик. Работаем во благо, на радость нашему государству. Дай Аллах, чтобы у нас все было хорошо, мирного неба. Бізде цехта қазір 92 адам жұмыс жасайды. Жоқ, мен өзімде қазақша айтқанда вообще нан пісіретін вообще білген жоқпын. Мен вообще өзім образование фармацевт, провизор. Сол кезде басқа жұмыс болған жоқ. Осы жерде мен ағасы болып, соғада жұмыс жасап, қолында жұмыс жасадым. Орысша айтқанда басқа вариант болған жоқ. Өзім образованиемен, конечно, жұмыс я хотел бы работать, но не получилось. Но я не жалею, мне эта работа нравится, мен өзім жұмыс жақсы көремін. Осы жұмыс все халалное же, здесь харама ничего нет. Здесь все, что ты не делаешь, это во благо. Если, как ей сказать, опять-таки, если бы мне сказали бы, что бы ты начал, если бы в то время пришло бы, заново, я бы занимался этим. Мне нравится. Я вообще в торговле, не в производстве, а в торговле вообще с 12 лет. Я с 12 лет начал вообще на базаре стоять, мы ковры продавали. Ковры продавали. Ну, наша семья 70-х годов еще коврами занималась всю жизнь. И вот с 12 лет я вышел на базар. 3 месяца школьных я все время на базаре. Школа заканчивается. Если до обеда, значит с утра я на базаре. Если я после обеда учусь, значит я после обеда. Ну, так, короче, меня как смена. Вот до первой чеченской кампании между Россией и Чечней, как вы знаете, война была. До него я вот на базаре стоял, потом ковры продавал. Потом во время войны тоже на базаре продавали, что могли делали, жили. Можно сказать, выживали. Вот так вот. Школу закончил, поступил. Первый раз я в Атырау приехал, например, в Атырау я первый раз приехал в 98 году. Потом в 99-м приезжал, в 2000-м приехал обратно. Все, и вот так вот остался. Семья, да, здесь, дети, живем. Все нормально, слава Богу. Вы знаете, когда мы открывались, когда я открывался, никакой новизны не было. Все советское, все старое, если вы имеете по оборудованию в виду. Все старое было, все отовсюду собирали, там, на заводах, там вот липзавод был, когда он еще работал. Мы вот там ремонтировали какие-то вещи советские вот эти. Потом в 2009 году одним из первых, можно сказать, что я купил современное оборудование. Вот где мы сейчас находимся, здесь открыл. И вот с тех пор здесь работаю. А до этого я арендовал помещение. Өзім білмейтін зат вообще шығармаймын. Если я сам не знаю, не буду делать. Бездрожжевой хлеб у нас в основном. Весь хлеб у нас бездрожжевой, именно наш национальный. Мы его делаем на закваске. Кефир, простокваша, на казахском. Да, на нем делаем. Ну, здесь я его не произвожу. Ну, я где-то лет 10 назад попытался что-то произвести в этом смысле, но не получилось, ну, не пошло. А сейчас это было тогда бездрожжевое тесто. Бездрожжевой хлеб это был. И что самое главное, он у меня не пошел. А сейчас уже люди, каждый второй клиент, бездрожжевой хлеб есть, бездрожжевой хлеб есть, бездрожжевой хлеб есть. Вот, все время, вот даже уже садики у меня начали просить хлеб. Жоқ, дәмі бәрі бар. Ол жақсы, ол жағында дәмі күшті. Там такие круглые лепешки наши национальные. И он бездрожжевой, очень хороший. Ну, скорее всего, наверное, до Нового года, наверное, обратно будем его делать. Ну, повышение квалификации, деген. Если посмотреть, сертификаты дают, как такого образования именно в пищевой промышленности у меня нет. А так, повышение квалификации. В Москву ездили, там, в Самару, в Алмату, в Астану, где там, что будет. Потом людей сюда приглашаем тоже. Мастер-классы проводят. Вот.
Месяц назад у нас мастер-класс был, мы с Шымкента, вот, где приглашали. Ну, стараемся. Год хотя бы 5-6 раз у нас повышение квалификации, мастер-классы мы проводим. Бізде уже лет 12, если не ошибаюсь, у нас с сервис колледжем есть договор, они приезжают, практику проходят здесь, их дети. Работаем совместно уже много лет. Ассамблея деген мен естігенде 2003-те ол. И вот последние несколько лет начали как бы активнее. Не начали, можно сказать, меня вовлекли в это активнее. Так вот, в 2022 году меня избрали председателем. Вот с тех пор вот и работаю. Ассамблея для Казахстана в данный момент нужна. Она делает свое дело, работает, так как в Казахстане очень много национальностей. Да, 60-70% казахов, но и других национальностей очень много. И сама идея создания ассамблеи, благодаря Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, я думаю, что это была идеальная идея и своевременная, в свое время. Что ассамблея свою работу делает. И я думаю, что в будущем намного, если будем развивать направление, в этом направлении будем развиваться, думаю, что немало пользы принесет. Вы понимаете, дать возможность любой национальности на территории Казахстана развивать свою культуру, свой язык на официальном уровне. Да, там государство деньгами не помогает, нет, деньги не дает, но дает возможность развития неправительственных организаций. Это же очень много. Вы в любом государстве не откроете такую организацию, где не в любом, я даже скажу, что в большинстве государств мира вы не откроете такую организацию. Это будет очень трудно. Самое главное, я по своему собственному опыту, конечно, людям со стороны виднее. Самое главное для молодежи, именно для молодежи, я хочу сказать, что если человек стремится к чему-то, если он хочет чего-то добиться в своей жизни, никогда нельзя откладывать то, что можно сделать сейчас, на завтра. Самое главное это. Если вы будете придерживаться этого правила, все, никаких проблем нет. Вы в жизни добьетесь очень многого, если не больше. Адам еткен еңбек. Осын ұмытпайық.